Прости меня, мама, что родину предков оставил для шумного города я, но мысленно я каждодневно с тобой. Эти строки, обращенные к матери, написал наш сегодняшний герой, известный народом Якутии и всей России талантливый поэт и писатель Гаврил Николаевич Курилов, Улуро Адо, чей псевдоним с юкагирского языка переводится как «сын тундры». Он и еще два родных его брата, Семен и Николай Куриловы, выдающиеся писатели и художники, воспевающие в своих произведениях суровую красоту родного северного края и своих земляков, также известны и в республике, и в стране. Все трое прославили свою родину и, конечно, за все благодарят свою маму, Анну Васильевну. Постарела мама, а как постарела. Сгорбленная стала, красота сгорела. Где походка плавная, где улыбка славная, смех веселый, мама. Ты, сынок, как хочешь, ты далеко ходишь. Я тебе, мой милый, подарила миру. Прежнюю красу мою в своем сердце, думаю, ты найдешь, сыночек. Мама – это, конечно, основа основ. Хотя я был любимцем отца, все-таки мать – это все-таки откуда мы выходим при помощи его попыток. Даже иногда бывает исход не всегда удачный, кое бывает. Вот тогда ты начинаешь думать, да, ценность этих людей, матери. Для жизни это главное, на котором держится. Отец первый раз женился, его жена во время родов умерла. Но родилась дочка, вот, это наша сестра по первой жене. А вторая жена, она тоже умерла. И бобылем был отец наш. Искал себе, значит, жену какую-нибудь, новую. Познакомился с одной молодой женщиной. Единственная дочка была юкагира по имени Пасту. Отец Гаврила, Николай Николаевич, был юкагирским шаманом. Безвозмездно занимался лечением населения. К нему приходили не только односельчане, но и приезжали на прием из ближайших и отдаленных районов. Людская молва приписывала ему настолько сильные и необычайные способности, что многие его даже побаивались. Но они боялись, что он шаман, из-за этого его жена умирает. Он не хотел выдавать за шамана. Нет, сказал, я свою дочку не дам. Сейчас не дам. Но в это время старший брат матери стал какая-то болезнь. Здоровый человек. И вдруг по-якутски говорят, иңир тардардин. Иңир. Сухожилие, что ли-то, иңир. Они начинают напрягаются, мышцы напрягаются, становятся твердыми, и скручивается человек. И вот такой болезнью он заболел. А как лечить? Невозможно. Каким-то образом, наверное, вытянули, но сказали, это старик Пастух, так есть матери. Высшая матерь сказал, это шаман нас покой не оставит, оказывается. Придется в будущем, когда придут дочку замуж, придется выдать. Вот так выдали свою дочку. И она была моложе на 22 года отца. Мать нас называли Аннакан.
маленькая Анна, Аннушка. Это в 29 году они, знаете, поженились. В 32 году дочка родилась, но она долго не прожила. А в 35-м Семен родился. А в 38-м я родился. Николай-то потом родился, я его вообще не знал. Только в 63-м году увидел его впервые. Я такой был шалун, когда маленький был. Вообще невозможно был такой. Бегал все как сумасшедший, как говорится. Я был папиным сыном. Отец меня брал на рыбалку летом. На целое лето ходили мы. И мы вдвоем там рыбачили. Он рыбачил, ну а я дома иногда помогал. Там уже 4 года я помогал сети ремонтировать. 9 лет пастухом 2 года оленевод был. И пургу, и дождь. Бывало так, это трудная работа пастухом быть. Много не знает, как это трудно, это работа оленевода. Пока меня не вызвали из Андрушки на 5 класс. Потому что надо открывать 5 класс, а учеников мало. А из нашего колхоза я только был начальник школы, который окончил, ну, не отлично, но хорошо. И вот меня поэтому туда и повезли, туда, в Андрушкино. И тогда, кстати говоря, когда я 7 класс в 53 году окончил, начали паспорта давать. Заявление пишу этому председателю сельсовета, уже сельсовет назывался, Тричакову, он говорит, нет, слово «одул» вычеркнул, говорит, нет такого народа. «Одул» — это самоназвание якугиров. Всех якугиров записал эвенами. Есть эвены, пиши эвен. Иначе, если ты не напишешь, я не подпишу. Значит, не получишь ни паспорт, ни документа. И вот вынужденно я должен был согласиться. Только это потом, в 60-х годах, когда меня стали принимать партию, сказали, как это так, Гаврий Николаевич? Юковильский поэт, и вдруг у вас паспорт ПВН. И тогда все рассказал. И они быстренько это новый паспорт дали, уже я Юковиль. 63-го года. Когда я получал первый паспорт, ну, то есть документ это для получения паспорта, надо было указать, какого числа. Это представитель совета говорит, я точно помню, говорит, в апреле родился. Ну ладно, тогда где-нибудь куда-нибудь поставим 19. Какое число? Ну пусть 30 будет. Так написали, пусть 30 будет. А на самом деле, оказывается, я родился, когда появились первые оленята на тундре. Они появляются 15 апреля. То есть я родился, на самом деле, где-то 17 или 18 апреля. У меня в этом месяце всегда бывало что-то такое удачливое. Ну да, радостные дни, радостные встречи и так далее, и так далее. Если вот проследить саму деятельность моего отца, я просто занималась изучением его литературного творчества, поэзии. И я заметила, что тогда, когда у него были какие-то крупные работы изданы, в этот же год у него выходили и другие книги по литературе. Сборники стихов, там, поэмы, еще что-то. Как-то у него все это так вот взрывом все происходило. Так интересно. Прежде всего, я через свои стихи хотел показать именно возможность родного языка и возможность поэтического мышления своего народа. И вот это чувство такой обиды, что какой когда-то великий народ оказался в таком самом плачевном состоянии, чуть ли не вымер, чуть ли не естественно. Хотел эту боль передать через свои слова, через свою поэзию, боль этого народа, который все время молчал. Он не мог, он свою боль держал в себе. Эту боль я хотел наружу высказать. Первые мои стихи, конечно, были такими
Юкагирские костры, например, это только тень огня, это только миражи огня. Юкагирские костры ярко светят с высоты, прогоняют прочь северную ночь. И такая тишина, что любая мысль слышна. Стало больше тепло, потеплело вдруг, или кажется, друг, только кажется так, а холмы дрожат и, свернувшись, лежат наподобие собак. Мир промерз до основ, и печали полна, цепенеет душа, жаркому костру посмотреть бы на игру старика Мэру. Мэру — это ритуальное название огня. Старика Мэру недоступной высоты светят яркие костры, прогоняют ночь, но не могут мне помочь. Сердца нет, нет души. Это только миражи. Ну, это грустность. Ну, я так думал. Но тогда у меня настроение было такое. Но это привел Герман Пелестецкий в Ленинграде. В 1965 году я поступил, наконец, в аспирантуру. У меня тема была «Сложные имена существительные» в юкагирском языке. И вот в 1969 году я вот это завершил «Сложные имена существительные» в юкагирском языке. Это первая моя автореферат называется. И эта книга потом, моя диссертация вышла в это «Сложные имена существительные» в юкагирском языке. Вообще, я занялся наукой, опять-таки, неспроста. Я понял, что, во-первых, юкагирский язык совершенно слабо изучен. Если коротко сказать, язык верхнеколымский юкагиров, так называемый лесные колымский диалект, был исследован только Яхрисоном. Только один человек этим занимался. А в советское время, в 50-х годах, вышла книга Кириновича. Только один человек был в Союзе, который занимался юкагирским языком. Так что проблема юкагирского языка и культуры была совершенно мало исследована. И я подумал, что если единственный, так сказать, ученый человек, то есть образованный человек, если я не займусь изучением родного языка, тогда язык вообще исчезнет. Может исчезнуть. Было большое опасение, что язык исчезнет скоро. Вот мы, потомки, мы продолжаем традиции, которые бабушка наша и наш дедушка. То есть их традиции в том плане, что они были сказителями. Вот это вот все передалось. Ну, мой отец, известный писатель Курилов, говорил Улуруадо, его братья Семен Курилов, Николай Курилов. Отец рассказывал. У него было очень много сказок. Когда мы ложились, рассказывал и говорил: завтра вы не расскажете мне по очереди. Семен немножко отличался, у него концовка получалась другое. И вот за это он получал нагоняй. А я же любимый от отца был, старался быть точно все это, как отец рассказал, рассказывал. Я же лингвист, ученый, точно надо. Никаких там неправды нельзя делать. Вот так. Вот результатом моего труда стал вот этот юкагирско-русский словарь, который вышел в Якутске в 1990 году. Второй моей работой было образование именных слов в юкагирском языке. Этой работой я показал, что в юкагирском языке юкагирский язык располагает всеми возможностями, внутренними резервами, чтобы создавать слова, юкагирские слова на любые понятия, на любые сложные понятия. Есть внутренние средства. Это именные слова, а там еще у меня в монографии есть глагольные слова. Дальше я, значит, продолжил свою научную работу в том направлении, что надо было письменно создавать. У юкагиров не было письменности. Был утвержден правило орфографии юкагирского языка. Она напечатана в 1987 году, но утверждение этого было, и вот здесь написано: утверждены постановлением Совета министров Якутской АССР
28 апреля 1983 года. То есть юкагирская письменность появилась в 1983 году. Вот с тех пор юкагиры считаются письменным народом. У него же, он же как патриот же идет юкагирского народа. Все время народ, язык, надо сохранять, надо развивать. Ну, от него исходит такая сильная духовная программа на самом деле. Если бы не советская власть, я бы стал шаманом. Это точно. Отец поэтому не хотел давать мне школу. Не хотел давать, да. А его председатель совета пугает. Под суд тебя отправим, старику говорят. Дело в том, что я сам видел, как он один раз одного летел. Он, когда летел, надевал на лицо кожу с головы медведя. Сначала мне жутко стало. Светя горит, а там человек или что, медведица, медвежья морда там. Что ты говоришь? Потом мне спокойно, там голос отца. Ну, и глаза как-то были, как-то бусинки, по-моему, были. Они это на свете там так светились. Там лежала больная женщина, отец болетел. Тайком, конечно. Но все равно узнали. Его потом из колхоза выгнали за то, что он шаманит и так далее, и так далее. И он стал ямщиком. Насколько я знаю, им именно дорогу шаманов-то была закрыта. Дедушка закрыл, потому что он предвидел, что при советской власти шаманам будет плохо житься. И он понял, что его детям надо будет получить хорошее образование, и что они должны все свои силы вложить именно в образование. И он закрыл им шаманский путь. И получается, те способности, которые могли быть в шаманстве, они у них ушли в образование, в науку, в творчество. Держу в руках книгу, которую мои сородичи совсем недавно передавали из рук в руку, как огромную драгоценность, как долгожданного новорожденного ребенка. И целовали. Но действительно, это как долгожданный новорожденный ребенок. Для меня тоже. Это 15-я, самая дорогая моя книга из поэтических и научных. Создавалась она долго и трудно, вне рабочее время, во время отпусков. И здесь очень много поддержало Министерство просвещения и Институт языка и литературы. Им хочу выразить благодарность. Действительно, зачастую каждый автор сравнивает свои книги с рождением ребенка. И это вполне справедливо, ведь появление на свет дитя всегда радостное событие. Гаврил Николаевич, как искусный деятель словесности, не был заурядной личностью, поэтому после 4 сыновей долгожданную дочь одарил уникальным именем. Вот, например, одно слово есть такое «ладидя». Это наречие. А что такое ладина? Спокойно, тихо, вот, не суетясь. Про мое имя было очень много анекдотов различных, таких обидных, которые мне вообще не нравятся. Например, он всегда говорил «тихая, спокойная девочка». И вот один юкагир, помню, приехал и сказал: как бы она у тебя не стала антиладином. Вот. Потом там был какой-то смешной случай, когда отец полетел в Андрюшкино, и там как раз он со своей сестрой Дарьей Курилов в вертолете возвращался, и вот он его спрашивает. Естественно, они говорят по-юкагирски. Как дочку назвал? Он говорит: тихо. Едут дальше. И так он несколько раз. И приехали к бабушке и говорят: он достал меня уже, говорит, тихо, да тихо, говорит. Она говорит: а как зовут-то? Тихо. Вот. На самом деле тихая Ладина. По идее, меня нужно было называть Ладидя. Тогда бы было понятно, что это имя. Вот.
А по-русски, ну, как-то ладидя они не стали меня, они на русский лад меня назвали Ладина. А на самом деле Ладидя зовут. И поэтому вот тетя Даша не могла понять, почему это их вдруг тихо. Такой был смешной случай. На самом деле отец говорил, это была их мечта с мамой. Они меня назвали Аладдина, потому что они мечтали, чтобы у них была дочка такая спокойная, такая добрая, мирная, прям вот вся такая вот райский человек. Наверное, не случайно Гаврил Николаевич придумал для своей дочери такое необычное имя. Он, будучи сыном последнего юкагирского шамана, скорее всего, просто почувствовал, как оно безупречно подойдет его маленькой девочке. Ведь всеми перечисленными Ладиной качествами обладала и ее мама, Анна Андреевна. Кстати, история знакомства Гаврила и Анны тоже была неординарна. Моя мама его спасла, как он рассказывал. Это была такая прямо драматическая история. Но так случилось, что он попал в одну такую злополучную ситуацию, где его побили. И вот они жили в одном академгородке как раз тогда. И мама там жила неподалеку, он там где-то. Они оба жили в коммунальных квартирах. И вот там она его на улице рано утром обнаружила, бедного. И в это время оттуда крик слышал. Гаврил Николаевич, это вы? Это, кажется, это жена, Анна Андреевна. Я только приехал с Ленинграда, я ее не знал. И она его выходила, и вот так начались их отношения. Он говорил, что он оценил ее поступок, то, что она не испугалась, пришла на помощь, помогла. Она была такой, у нее был очень добрый нрав. И работали в одном отделе северной филологии. Естественно, они каждый день встречались, общались. И даже в институте, как мне отец рассказывал, ее называли святой женщиной. А так она училась в Новосибирске, в знаменитом гуманитарном факультете Аврорина по тунгусо-маньчжурским языкам. Она была очень интересным эвеноведом, выпустила хорошую книгу под названием «Бытовая лексика эвенского языка». И, как говорят эвеноведы, настольная книга. Она очень много принесла в этот мир полезного, доброго, прекрасного. Была очень такой хороший, милый. Я даже не знаю, как можно описать. По-моему, такие люди — это огромная редкость. Она была горная эвенка. Как бы считается, что она родом из Таймикона, но на самом деле она родилась где-то в сторону Хабаровска, Магаданской области, в кочевье. Ее родители были оленеводами-кочевниками. А так у нее, конечно, очень интересный род. Он происходит от русского священника-миссионера Дмитрия Данилова. И мне почему-то кажется, что вот у них же было свое же какое-то воспитание такое, с православием, с церковным таким связанное. И, наверное, вот какая-то вот у них была вот модель такая воспитания в кротости, в смирении. Мэт Ива, Мэт Марол, Мэт Черемеде, Мэт Амудил. Моя мама, мое счастье, моя птица, моя любовь. Выбирая себе жену, Гаврил Николаевич и здесь проявил свои прирожденные шаманские способности. Вовремя почувствовал, что именно эта женщина будет ему хорошей супругой, ведь она так напоминала ему его маму. К сожалению, сегодня две Анны Гаврила Николаевича, мать и жена, превратились в двух ангелов. Я помню, бабушка, когда мне было 11 лет, она специально всех нас позвала, детей, внуков, потому что она чувствовала, что она умирает. И мы, значит, все приехали. У нее около кровати стояла ваза с такими красивыми нежными цветочками. Это багульник, бабушкины любимые цветы. Они действительно очень вкусно пахли, был такой нежный аромат. Я решила ей собирать такой букетик. 2 дня я ходила
к озеру, там, помню, плавали утки, рядом стояли яранги. Я там собирала багульник, приносила ей, и мы ставили около кровати. И когда прилетел младший сын, Николай Курилов со своими детьми, она в тот же день умерла. То есть она его дождалась и умерла. Есть стихотворение, посвященное его маме, бабушке, Абуче. Самое первое, можно сказать, это стихотворение «Мама». «У тебя фотографии маминой нет», так сказал мне однажды друг. Ну, а я усмехнулся ему в ответ и промолвил: «Взгляни вокруг, вот равнины морщинистые мои, это щеки мамы моей, по холмам, словно жилки, бегут ручьи, это руки мамы моей, травяные ресницы синих озер, это мамин ласковый взор, дальников белеющая стена, это мамина седина». Ошибаешься, друг, я кричу в ответ: вот он, мамы моей портрет. Поскорей поглядите, мои друзья, как прекрасна мама моя. И вообще вот многие стихотворения про маму в дальнейшем отец, ну мой папа Гаврил Курилов Улуроду, он объединил их в поэму под названием «Из писем матери». Отец их начал писать в Ленинграде в 60-х годах. Я понимаю, что это был как такой его художественный способ общения с мамой. Конечно, он по ней скучал, потому что, можно сказать, с 6 лет он был оторван от дома, 15 лет его не было на родине, а он жил в Ленинграде 8 лет, у него там была семья, и вот в тот период он как раз писал эти стихотворения. Действительно, в жизненной книге Курилова была такая страница. Тоже удивительная, интересная, со своими перипетиями и сюжетной линией. С первой женой Майей, красавицей-евреечкой, Гаврил Николаевич познакомился во время учебы. Молодые студенты полюбили друг друга, создали семью. Так на свет появилось 3 сына. Старший Вадим погиб, служил в Читинском военном округе. Он майор был. Второй Альберт, тот поэт. Андрей, третий Андрей, работал в Пирогове. Он это латинский язык преподавал. И Гершинском работал, юкагирский язык преподавал. Сыновья Гаврила Николаевича Курилова – одаренные люди. Отец ими безмерно гордится. Хоть они и были всю жизнь на расстоянии, но связь с ними сохраняется и по сей день. К сожалению, сын Юка от второго брака рано ушел из жизни. Взрослые дочери радуют папу своими успехами. Кира Курилова вот уже 30 лет работает в радиожурналистике, является лауреатом журналистской премии имени Кондакова, руководит отделением гильдии межэтнической журналистики. Дочь Ладина пошла по стопам отца. А я работаю вместе с отцом в Институте гуманитарных исследований, проблем малочисленных народов Севера. Долгое время я была его лаборантом, личным помощником, так как он по зрению, из-за зрения не мог полноценно работать. С недавних пор я сама стала заниматься наукой. До этого я больше интересовалась литературоведением, изучала творчество отца, его поэзию. Сначала на русском языке, но потом я поняла, что это только малая часть того, что есть. На самом деле нужно юкагирскую поэзию изучать, то, что было сочинено на юкагирском языке. После какого-то момента я свои стихи попытался перевести на юкагирский язык. Когда на юкагирский перевел, смотрю, они что-то от русского. Русский мне сухой язык, все-таки там ничего-то не хватало. А здесь каждое слово по-своему высветилось как-то. По-юкагирски как-то по-другому, даже изнутри свет другой стал. И мне уже интересно стало писать только на родном языке. Потому что родной язык заставляет видеть по-своему, на все окружает, понимать. Хотя и бедный язык говорят, но и у него есть своя краска. Йока кайридялам, чумур пуран едую, тудал аммалайридялам, масисади яндуи,
Молтанок илелек метинсеунный ардя, судяга илигелек вальмар тилнин молдя. Пенимет вольтет елелде, марат йомак метланга, мет пояган танкыридя, сигиелек ваягал. Это на якутском языке. Но на русском языке немножко изменил я, когда переводил. Вот по-русски так звучит. Вон дымка выструится за рекой крутой, то исчезая, то преображая сноп, как память об ушедшей юности и той, любимой, утерянной давно, струится еле, издавая тонкий вой. И все же долетает до меня она, пронзая сердце острой болью и тоской по тем давно промчавшимся годам. О, если бы из своего издалека смогла прийти сюда и лицезреть теперь, как дымка та струится по моим щекам беззвучным ручейком печали по тебе. Но нет, былое не вернешь уже в наш мир. Оно ушло навеки, мир иной. Лишь память возвращает его на миг, когда у нас на сердце очень тяжело. Ну, вообще у него в жизни было несколько случаев, когда он мог умереть. Первый случай был, когда его бешеная лисица могла укусить. Его спас его щенок Туариш. И вот второй случай, когда бабушка его спасла, как они рассказывали, у нее вдруг резко заболело сердце. Когда на сердце тяжело, человеку всегда плохо. Если творческая натура выплескивает негативные эмоции на лист бумаги и выражает их в своих произведениях, то мама, предчувствие чего-то опасного, может выразить лишь болью в сердце и безудержным плачем. Я никогда не слышал, что она так плакала. Я говорю, мне сегодня командировка кончается. Что же делать-то? Сегодня я должен быть там, в Якутске. Ну, мы зашли. Она меня обняла и плакет тоже. Истерика такая. И вот тогда, говорит, вдруг у меня по-якутски «Мет иси саруяй». Моя, говорит, левая грудь стала саруяй. Ну, как-то, наверное, так сжимается, наверное, грудь-то саруи. Вот такие движения, плохой признак. У нее другого способа не было, конечно. Стал плакать истерично, предчувствие чего-то плохого. И вот когда я узнал, что ты тоже сегодня улетаешь, у меня тоже так началось, левая грудь, говорит. И поэтому я испугалась, говорит, и стала плакать. А ничего, говорю, я же вернулся. Ну, так хорошо, говорит. А вдруг, говорит, что бы случилось? Никакая связь в природе не может быть крепче и сильнее, чем связь матери и ребенка, пусть даже уже и взрослого. Тревога и страх за жизнь сына были не напрасными. От страшной трагедии, случившейся 28 января 1970 года, Гаврила тогда уберегли слезы матери. Вчерашний самолет, в котором ты должен был лететь, в Батагае разбился, 34 человека все погибли. На горе стукнулись. При посадке в Батагае это было. Вот был такой случай. Да, это мать тогда меня спасла. Точно такой же случай у нее был, когда утонула ее дочь, ну то есть моя тетя, сестра моего отца, Валентина. Ей было 14 лет. Они на речке утонули, она пыталась спасти своих подружек, вместе с ними утонула. И у нее точно так же болело сердце тогда, когда она утонула. Поэтому она сразу поняла, что это может значить.
Милый Аммо, постарела очень маленькая нарта Аниба, но каркас ее, как прежде, прочен. Может быть, ей выпадет судьба и твоих сынок возить детишек. Пуще глаз нарту берегу, пусть она полозьями запишет ваш приезд на молодом снегу. А теперь, когда веранги наши с каждой минутой все темней, полумрак огнем углей окрашен, я в тепле перед ней, перед Анибой, и будто слышу голоса детей, и твой среди них. Белый месяц к нам присел на крышу, луч его в отверстие проник. Он колдует этот луч и полнит дымным светом старое жилье. Месяц и отца, наверное, помнит. Вот он осветил письмо твое. Вот застыл лучом своим отвесным на руках моих на Анибе. Значит, вновь с твоим он дружит детством. Значит, вспомнил Аммо о тебе. Да и как горластого героя позабыть не голос был, труба. И тебя мы вспоминаем трое. Белый месяц, я и Аниба. Человек бессмертен, его душа. Наверное, вот это помогает, вот это сознание помогало моему народу, юкагирам, выжить в очень трудных условиях. Потому что вот эти хорошие люди, они возвращались к своему народу, чтобы продолжить то дело, которое они делали в свое время. Гаврил Курилов – яркий представитель юкагирского народа. Когда-то его колыбелью были сани из стальниковых прутьев, на которых он кочевал вместе с родителями. Из «Дитя Севера» вырос настоящий сын Тудры, писатель, прославивший своими творениями юкагирский народ на весь мир. И все благодаря родителям, отцу, известному шаману-сказителю, и маме, ангелу во плоти. Ну а если вы не верите в ангелов, просто посмотрите в глаза своей мамы.